Из безработицы в предприниматели жительница Ленска получила субсидию от Центра занятости населения и открывает свою собственную столовую. В прошлом году такую же субсидию получил житель поселка Ярославский Ленского района. Как сейчас работает с начинающим предпринимателем, смотрите в сюжете Светланы Балеевой. До того, как получить статус официально безработной, Наталья работала в компании «Алроса» в ЛТП-1 в должности инженера ПТО. Была устроена на период декретного отпуска основного работника. Уволилась по окончанию трудового договора в 2014 году. После этого я осталась безработная. По исполнению ребенку 3 лет я встала в Центр занятости по безработице. И там я увидела объявление, что выдается субсидия в размере 150 тысяч начинающим предпринимателям. И решила попробовать себя в должности ИП. После того, как Наталья осталась без работы, она долго думала, чем она может заняться таким, чтобы приносило удовольствие и хоть какие-то средства. И решила изготавливать различную заморозку. Так у меня стал набираться свой определенный круг, которые все время просили меня что-то для них приготовить. Так я познакомилась с бабушками. У меня есть бабушки, для которых я готовлю, которых я очень люблю. Наталья написала бизнес-план на получение субсидий. Решила открыть кафе русской кухни. И более что готовить девушка любила. Сегодня Наталья сняла небольшое помещение, провела весь необходимый ремонт. Теперь предстоит установка оборудования, часть которого была приобретена за счет субсидий, выданной Центром занятости. В основном деятельность столовой пельменной «Русская кухня» будет направлена на водителей-дальнобойщиков. И у нас больше направленность на ребят-дальнобойщиков. Дальнобойщиков или людей, которые приезжают с Натуры, Артанахара, с Южной Нюи, с Северной Нюи, которые просто здесь находятся проездом. Вот для такого контингента у нас вот будет предложено меню, вот именно пельменей, вареников и всего остального. А также мы будем ребят собирать в рейс. Да, мы им будем собирать заказы с собой. Они могут брать с собой специальные кузовки, в которые мы им будем складывать еду в дорогу. У Натальи большие планы на будущее. Разработать линию диетических обедов, меню для детского питания. Уже сегодня по этому пункту девушка ведет переговоры с крестьянским хозяйством поселка Мурья на поставку молока, творога и сметаны. Но это все в ближайшем будущем. А пока Наталья занята подготовкой к открытию, которое планируется на конец марта. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.